Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на онлайн-шоу «Жирлайкали Моторым». Это шоу, где известный артист татарской эстрады ищет свою вторую половинку. Однако не все так просто. Наш артист не сможет увидеть претендентов, которые будут бороться за его сердце, а только услышат их голоса. Впереди у участников 3 раунда, где им придется побороться за сердце нашей героини. А что именно ждет наших участников, вы узнаете совсем скоро. Итак, сегодня первый выпуск нашего онлайн-шоу, который мы проводим в Кукмарском районе, и открывает его певица Лейна. Встречаем! Здравствуйте, дорогие зрители! Я очень рада, что вы в нашем эфире, поэтому сегодня я на каблуках, потому что такое событие, и сейчас я буду менее активно себя вести, потому что вот такая вот неудобная обувь. Девушки меня поймут. Лейна, я хочу сказать то, что ты сегодня обворожительно выглядишь. Я вижу, что ты готовилась долго. Мы с мамой готовились, будто сегодня реально моя свадьба. Она мне плела косички, прикрепляла эти цветочки, одевала меня. Класс. Все провожали, будто я иду на свадьбу. Ну, серьезно, потому что сегодня даже погода благоволит тому, чтобы мы сегодня сделали все очень красиво. А сегодня еще был дождь, а он прошел как раз для нашей съемки. Нам очень повезло, поэтому я очень рада, что Кукмар нас встречает с такой прекрасной погодой. А еще закат какой красивый, жалко, что вы не видите, дорогие зрители. К сожалению. Но зато у нас есть гости, которые находятся вместе с нами. Ребят, я вас прошу просто пошуметь, чтобы было вас слышно. Классно. Я уверен, что сегодня все пройдет очень круто. Так, слушай, ну я уверен, что ты подготовилась. И прямо сейчас будет от тебя такая небольшая визитная карточка. Ну, я спою свои песенки. В принципе, ничего необычного, но кто еще не слышал, может их сейчас послушать. А кто знает песни, подпевать мне и танцевать вместе со мной. Я думаю, наша съемочная команда, все гости, которые собрались сегодня здесь, в сердце Кукмара, будут с превеликим удовольствием тебе подпевать. Да. Сцена твоя. Начнем. Давайте начнем. А начнем мы с песни «Миляшером». Поэтому... Qarshimda himlashlar anglag'imday tilakni Shoqirg'alib bo'shatirib sog'ish to'la yurakni Miylashlarim, siz mening sirdoshlarim Yurakdagi sog'ishlardan to'g'illa ko'z yoshlarim Miylashlarim
Я бабочка, а ты жук. Ты хочешь от меня вжух-вжух. Несмотря на это, я люблю твой хитрый взгляд. Пишу в тетрадь свои мысли о тебе. Все, что в моей голове, заголовок ловы. Это песня обо мне, свои мысли о тебе. Все, что в моей голове, заголовок ловы. Это песня обо мне. Ведь я мармеладка, твоя шоколадка. Хоть ты называешь меня психопаткой, но я мармеладка, твоя шоколадка. Съешь меня всю без единого остатка. Ведь я мармеладка, твоя шоколадка. Хоть ты называешь меня психопаткой, но я мармеладка, твоя шоколадка. Съешь меня всю без единого остатка. Посмотри на меня. Пытаюсь скрыть всегда, что я влюблена. Я все будто замкнутый круг. При виде тебя сердце тук-тук. Пишу песни о тебе. Все, что в моей голове. Ты мой дикий сладкий лев. Make you dance под мой припев. Пишу песни о тебе. Все, что в моей голове. Ты мой дикий сладкий лев. Make you dance под мой припев. Я мармеладка, твоя шоколадка. Ты называешь меня психопаткой, но я мармеладка, твоя шоколадка. Съешь меня всю без единого остатка. Ведь я мармеладка, твоя шоколадка. Хоть ты называешь меня психопаткой, но я мармеладка, твоя шоколадка. Съешь меня всю без единого остатка. Я мармеладка, твоя шоколадка. Хоть ты называешь меня психопаткой, но я мармеладка, твоя шоколадка. Съешь меня всю без единого остатка. Ведь я мармеладка, твоя шоколадка. Хоть ты называешь меня психопаткой, но я мармеладка, твоя шоколадка. Съешь меня всю без единого остатка. Друзья, я надеюсь, вам нравится наш прямой эфир, ну а мы продолжаем дальше. И я пою свою песню, которая называется «Жёным». Под нее нужно танцевать вот так. Смотрите, дорогие зрители. Вы можете записывать видео, отмечать меня. Я закину это все к себе, поэтому песня «Жёным». Танцуем и поем вместе. Үшін қолған ялған, хәттерімнен сызылған. Өткенлер кетсе кетсін, жоқ деме әйе деген. Hey жаным сұлушым, яз жиледей назлы. Hey жаным мәхәббәт болы, мәхәббәт татлы. Hey жаным сұлушым, яз жиледей назлы. Hey жаным мәхәббәт болы, мәхәббәт татлы.
yoz gülüday nazlı. Hey canım merhabat bolu merhabat tatlı. Hey canım suluşum yoz gülüday nazlı. Hey canım merhabat bolu merhabat tatlı. Я думаю, вы слышите, как здесь аплодирует народ. Тут уже все собрались, потому что мы в самом центре Кукмара. Ну а мы продолжаем танцевать, ведь песня «Нокта куйылган». Музыку, диджей. Muhabbet o'tgan hislarim ko'pdan so'bildim isha yurakdan ketgan kiri qo'y dedim sezib tashladim yurak turini nuqta qo'yilgan ko'pirlar yong'ani sen xonanda yoratdim deysan sevgular o'tgan so'zlarim bitgan sen shulayda ko'taraman deysan Nuqta qo'yilgan ko'pirlar yong'ani sen xonanda yoratdim deysan sevgular o'tgan so'zlarim bitgan sen shulayda ko'taraman deysan ko'pirlar yongan nuqta qo'yilgan yolg'onmas kiri uzilgan jablar qo'ytmaslar kiri suvangan hislar ikki biz ikki qushday irakli turli kenglikda nuqta qo'yilgan ko'pirlar yong'ani sen xonanda yoratdim deysan sevgular o'tgan so'zlarim bitgan sen shulayda ko'taraman deysan nuqta qo'yilgan ko'pirlar yong'ani sen xonanda yoratdim deysan sevgular o'tgan so'zlarim bitgan sen shulayda ko'taraman deysan Nuqta qo'yilgan ko'pirlar yong'ani sen xonanda yoratdim deysan sevgular o'tgan so'zlarim bitgan sen shulayda ko'taraman deysan nuqta qo'yilgan ko'pirlar yong'ani sen xonanda yoratdim deysan sevgular o'tgan so'zlarim bitgan sen shulayda ko'taraman deysan Спасибо, дорогие зрители, за ваши сообщения, за ваши реакции. Ну, я думаю, пришло время спеть мой хит «Малай на белом барсе». Поем вместе, жырлайбыз бірге, қадірлі достар, қадірлі яқташлар. Біз Кукмарадан «Малай на белом барсе» турында жырлайбыз. Кеттік! Эй, малай, олып келіш пышмақ, без него мне просто никак. Я сижу у озера Кабан, мында элек хан булган. Эй, малай, айда в Челны. Ой, мы забыли про баблы, но можем рассмотреть такой план, малыш. Мама, дыш, 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 дыш. Мы качаем нефть и молоко, капучино получается легко. Для зимы валенки Кукмара, в них так тепло зимой. Как-то бегал за мной мальчуган, мне пришлось ехать с ним в Шимардан. Нам не нужен седан, баклажан, у нас есть КамАЗ, это мой Татарстан. Малай на белом барсе, малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе, кажется мне принцем
потерял. Вместо слов I love you Мин сені яратам говорю. Мин жүрілім сабан туйда. Мой Татарстан булдырабыз бірге. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. На белом барсе. Кажется мне принцем на коне. На белом барсе. Я теперь везде. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Отлично, друзья, аплодисменты! Кукмар! Мне так жарко. Жарко, мне кажется, абсолютно всем тем, кто собрался сегодня здесь, на центральной площади этого замечательного места. И на нашем эфире, конечно. И на нашем эфире, конечно. Друзья, напомню, то, что многотысячная аудитория прямо сейчас за нами наблюдает не только здесь, в центре Кукмара, а также на просторах интернета. И давай воспользуемся этой шикарной возможностью и прямо сейчас пропиарим твой Инстаграм. Да. Давай, как тебя найти в Инстаграме? Пишите Лейна через экскаватор. Экскаватор. Лейна. Я сразу первый выйду. Кстати, у меня вот есть галочка. Там сразу будет видно, что это моя страница. Как официальный артист? Да. Да, ничего себе, я хочу Мне сказать. недавно дали Отлично. её. Сколько у тебя подписчиков там? 48 800 было сегодня. 48 800. Друзья, это аплодисменты, это однозначно. Хорошо. У меня поменьше, у меня в районе 5000 всего лишь, но, знаешь, у меня Но все всё впереди. впереди. У меня все впереди, конечно, Конечно. конечно. Итак, ну что, дамы и господа, я предлагаю немножечко... Вы-то, наверное, вот кто здесь присутствует, 100% уже знаете, кто стоит рядом со мной. Знаете все? Поаплодируйте, кто знает. Классно, ну практически все. Практически все. Но мне кажется, тут даже если бы я не была артистом, все друг друга знают, потому что город небольшой, поэтому неудивительно, я Все, думаю. классно, слушай, шикарно. У меня единственный вопрос. Вот ты пришла на наше шоу, да, «Желай Галя Моторым», для того, чтобы найти свою вторую половину. Да. Не получается. Не получается. Почему? Я надеюсь, я сегодня найду Сегодня? хоть кого-нибудь. Да. Сегодня обязательно. Обещаешь? Алла Берса. Конечно, конечно. Алла Берса, Худай Кушса, Барасада. Эйбе, булар бүгін. Все, замечательно. Друзья, сегодня действительно намечается очень жаркая битва. Не просто будет завоевать сердце нашей прекрасной певицы. А пока наши участники готовятся, внимание на экран. Да. А мне говорит, типа, всем привет. Уже смешно. Камера идет, запись идет. От участников я ожидаю хорошее настроение и хочу, чтобы каждый участник был по-своему интересен. Даже если они будут за ширмой, я хочу, чтобы они показали, на что они способны, на что они готовы ради меня. Сквозь эту ширму я хочу почувствовать их энергетику, их настрой, настроение и вот так. Мужчина моей мечты должен поддерживать меня в том, что я певица, не должен говорить мне не одевай короткие юбки или там не обнимайся со своими фанатами. Одежда, все как у девушек. Хочу, чтобы у моего мужчины была цель, не всю жизнь к ней шел уж, конечно, но шел. У меня
меня много лучших качеств, но все мои хорошие качества, они же и отрицательные. Например, то, что я открытая, то, что я могу готовить тоже, но есть минус в том, что я не могу готовить все, я могу готовить суп, там гречку, яичницу. Также вот, когда я закидывала видео с кастингом к себе в профиль, многие мне писали, могу ли я доить корову. Доить корову, к сожалению, я не умею, но вкусно готовлю. Удивить своего мужчину я могу своей фирменной солянкой, где нет ни сосиски, ни колбасы, потому что я их не ем, но в солянке будет вкуснейшая курица. Так что, мужчина моей мечты, готовься к обалденной солянке. Мое идеальное свидание — это, наверное, на парашюте. На парашюте, но у меня никогда не было, конечно, такого свидания, но я думаю, это очень классно, когда вы в небе, вас качает, вы не можете что-нибудь там выпить, ну, шампанское уж, наверное, пьют на свидании, поэтому пить там не придется, а вы просто будете наслаждаться моментом, смотреть друг другу в глаза, обниматься и чувствовать этот свежий воздух и просто летать. Вообще, честно сказать, свиданий у меня как бы не было. Hello, darkness, my old friend. Я могла, например, сходить познакомиться, ну, там, в кальянную или в кафешку, но таких свиданий, чтобы мы там полетали на самолете или где-нибудь в поле, такого никогда не было, поэтому я думаю, парням, которые здесь, повезет, потому что удивить меня будет легко, даже обычным, самым душевным свиданием. Моя первая любовь, это уже в школе, наверное, было, но он учился в 11 классе, я училась в 6 классе, мы переписывались после уроков дома ВКонтакте, а когда приходили в школу, почему-то он со мной не разговаривал. И я каждый раз приходила домой и писала ему ВКонтакте, почему ты не здороваешься со мной в школе? А он мне говорил то, что он стесняется своих одноклассников. И вот как-то на Новом году там был медлячок, все там танцевали, и я ждала, чтобы он меня пригласил. Он меня пригласил, все учителя, все его одноклассники, все мои одноклассники, да что там, вся школа узнала, что мы как бы общаемся. Но после этого танца все и закончилось, потому что я в 6 классе захотела сделать ему как бы, ну, сюрприз, наверное. Перелазила через, как все называется, попка? Перелазила через его забор, пошла к нему в окно, он делает домашнее задание, я ему стучу в окно, он слышит, но делает вид, что не слышит меня. А там, это было зимой, получается, и у меня следы от моей обуви все оставались, и он понял, что это я, и потом ВКонтакте он мне написал, ты совсем больная, заходить в мой дом, да ты ненормальная, иди лечись. После этого мы уже с ним не общались. Завоевать мое сердце мужчина может умом, хорошим отношением к девушкам, уважением к ним, уметь выслушать свою вторую половинку, уметь делать подарки, уделять внимание своей любимой девушке, также уделять свое внимание и родителям, то есть если он нашел девушку, это не значит, что он должен заботиться и ухаживать только за мной, он в первую очередь не должен забывать о своих родителях, о своей младшей сестре, может быть, а потом уже я. Я очень хочу спеть в дуэте с Андро, с Джонни, Рамилькой, вот. Еще Хамали Наваи, вот, топ-5 мужчин, с которыми я хочу познакомиться, и также спеть в дуэте. Не должен поднимать руку на нее, не должен спорить с девушкой, потому что это бессмысленно. Я думаю, все равно девушка права. Также он не должен покупать одежду без моего согласия. Также он
не должен раскидывать свои носки по всему дому. Также он не должен критиковать мое выступление. Он всегда должен меня хвалить, мной любоваться и всегда говорить мне только красивые слова. Любимая песня о любви поет The Weeknd "Call My Name", произнеси мое имя, там перевод такой. Call my name, call my name, this I kiss you so gently, I want you to stay, I want you to stay till I've чё, какие-то там слова потом. Свадебный танец моей мужчины будет, я думаю, под песню в «Титанике». Не помню, как называется. My Heart Will Go On. Под эту песню будет наш танец. Но я думаю, это в любом случае еще будет обговариваться с моим мужчиной. Вдруг ему нравится другая песня, и вдруг он захочет танцевать наш свадебный танец под «Малай на белом барсе». Не дай бог, он захочет под эту песню танцевать. Егитлер, мужчины, я вам желаю не стесняться меня, будьте такими же простыми, открытыми, иногда, когда нужно, глуповатыми, не стесняйтесь своих слов, фразочек, своих желаний. И самое главное, покажите себя не на 100%, а на все 200. Я буду за вами, за всеми следить и выбирать из вас самого крутого. Так, ну что, дорогие друзья, только что мы просмотрели хорошее видео с нашей главной героиней сегодняшнего вечера и сегодняшнего онлайн-шоу, за которым, кстати, насколько я знаю, уже наблюдает несколько тысяч человек. И те люди, которые собрались здесь, сердце Кукмара. Ребята, я каждого из вас приветствую. Напомню, меня зовут Даниэль, и сегодня это прекрасное шоу я буду вести вместе с вами. И мы с вами, кстати, будем переживать все вот эти моменты вместе, здесь, на центральной площади Кукмара. Так, ну и я думаю, то, что каждый из вас уже видит наших участников, они находятся на своих местах, и напомню, что наша главная героиня их в данный момент не видит вообще никак. Она будет все определять исключительно осязанием. По ответам. По ответам в данный момент, когда мы начнем знакомиться с ними, ну и, конечно же, в рамках наших конкурсов, которые мы подготовили. Итак, друзья, все наши парни, красавцы, уже находятся именно здесь. Они пришли побороться за сердце невероятной, обворожительной, прекрасной Лейны. Мы обязательно познакомимся с ними чуть позже, а пока я подробнее расскажу о механике нашего шоу. Жолый Калем Моторым — шоу, в котором известный холостяк, певец или незамужняя певица выбирают вторую половинку, услышав только голос участника. Всего будет 3 раунда, по истечению которых артист выберет участника, который ему понравился больше всего. В первом раунде звезда задаст каждому из участников по несколько вопросов, а ребята должны будут на них ответить. Так что, ребята, готовимся. Готовимся прямо сейчас. Включаем свой мозг на все 135%. Понимаете, да? О чем я говорю? И надо будет приготовиться. Итак, второй раунд тактильный. Мы завяжем нашей прекрасной Лейной глаза. Да, так что готовься, Да. не пугайся. Хорошо. Хорошо. Я готова уже. Темноты не Что боишься? будем делать? Я расскажу тебе. Мы завяжем тебе глаза, а каждый из участников пригласит тебя на прекрасный медленный танец. Наконец-то, я так давно не танцевала медленно. Серьезно? Медляки, наверное, в школе последний раз. Ну, в школе, наверное, уже в 6 классе. В 6 классе, а на выпускном как же? А на выпускного у меня не было. Выпускного не было? Почему? Нет. Что так? Ну, потому что так получилось. У меня тоже было тяжелое детство, так что... Я выступаю просто на выпускных, а сама не танцую на них. Мгм. Как-то так. Но надеюсь, сегодня все хорошо будет. Отлично. И третий раунд, он будет творческий исключительно. Участники должны будут подготовить, они уже подготовили творческие номера, и здесь по очереди будут выступать специально для тебя. Так что наши ребята, конкурсанты, наши прекрасные, даже так,
Даже так? Это я зрителям Ты тоже показываю. готовься, от тебя зависит И- очень много. Они видят? Конечно, Парни, видят. парни. Парни, Я видите? просто Видим. не вижу. Они только руку видят в данный момент. Ну ладно, хотя бы мотором они видят. Все, это самое главное. Участник, который понравится нашей героине больше всего и будет тем самым избранным, который споет дуэтом вместе с тобой. Песню Iron Mass. Не Да-да-да. расставайтесь. Отлично. Так, ну я думаю, то, что самое время познакомиться с нашими участниками. Аплодисменты, дамы и господа, которые собрались здесь. Давайте поаплодируем. Отлично. Все, хорошо. Участник номер 1, Амир. Амир, привет тебе. Привет, привет. Привет. Расскажи немножко о себе. Сколько лет, как вообще добрался до нас, как вообще принял решение участвовать в этом шоу? Ну, мне 21 год. 21 год. Да, я увидел в соцсетях, что Лейна, певица, Мгм. ищет себе человека, с которым хочет встретиться, Вторую провести половинку. время. Вторую половинку даже. Так, вот. Но я знаю эту певицу по ее крутым трекам. Конечно же, мне хотелось бы с ней встретиться, пообщаться, провести время, узнать ее поближе, как человека. Не только как артиста, но как просто человека поговорить. Это интересно было бы. Вот, я принял решение все-таки приехать сюда, в Кукмар. Я сам живу в Казани, но думаю, не проблема сюда добраться и встретиться с артистом, который конечно. мне нравится. Конечно, да. Всего лишь каких-то 100, по-моему, 35 это километров, совсем и ты немного. уже Это, здесь конечно. находишься, да? Вообще Отлично. ничего. Дамы и господа, аплодисменты конкурсанту номер 1, Амир! Рррр. Как тебе, кстати, имя Амир? Амир очень красиво, как тигр. Рррр. Отлично, тот самый малый на белом барсе, Ну, я да? надеюсь, он еще и рыжий, да? Нет? Я не имею права просто в рамках закона нашего шоу рассказывать тебе даже внешние характеристики наших конкурсантов. Ну ладно, будем Об этом выбирать ты так. знаешь, да-да-да. Хорошо. Так что, кого же, да. То А есть, сколько ты лет будешь? он сказал? 21, по-моему, ты сказал, да? 21, 21 нормально. год, замечательно. Итак, друзья, конкурсант номер 2, Даниил, аплодисменты ему тоже, а? Даниил, привет тебе. Здравствуйте. Давай рассказывай, кто такой, сколько лет, почему не в армии? Почему не в армии? Потому что мне уже 27. 27 лет есть, все. Да. Важный вопрос, вот эта красная книжечка, которая, заветная книжечка каждого мужчины, который исполняет 27 лет, есть она у тебя? Конечно, есть. Служил, значит, красавчик, хорошо. Не буду спрашивать, где, потому что, ну... Или тебе интересно? А я не слышу. Не слышишь? Ну, я только услышала, что Даниэль. Даниэль, да? Нет, Даниил. Даниил. Даниэль это я. Почти. Даниил. Даниил, Впервые хорошо. слышу это имя. Все, Даниил, 27 лет в армии служил. Я тебе буду передавать Ого, просто, да? Да. Все, круто. Дальше, расскажи ты, как вообще принял решение принять участие в нашем онлайн-шоу? О, я наслышан на онлайн-шоу вообще из группы ВКонтакте. Из Я, группы ВКонтакте. Да, увидел афишу. Думал, почему? Мне кажется, это для меня тот самый шанс познакомиться поближе, пообщаться с такой замечательной певицей. Потому что я и слышал ее песни, и, возможно, даже иногда на концертах видел. И решил пообщаться с человеком, узнать что-то, может быть, интересное о нем. Классно, шикарно. Дамы и господа, Даниил, аплодисменты ему. А можно вопрос? Давай, вопрос, давай. А вот он говорит, что узнал по группе ВКонтакте, то есть он не подписан на меня. Так, ты не подписан на нее, да, значит, вот так вот? Я подписан. Подписан? Я весь Инстаграм облазил, честно говоря. Ну, нашел, Я- подписался. Нет, я каждый пост просмотрел. Лайкнул? Лайкнул? Лайкнул, но не прокомментировал. Но не прокомментировал. Надо Вот. было прокомментировать, потому что я смотрю, кто комментирует. В следующий Слушай, раз. ну я Лейна. думаю, то, что после сегодняшего шоу, Данил, ты справишься. Конечно, Да, обязательно. обязательно. И прям закидаешь прекрасно Лейну. Это лайком. если я все-таки Если выиграю. всё-таки выиграешь, да? Хорошо. Дамы и господа, все слышали, да? То есть мы человека поймали сейчас на слове. То, что он просто обязуется это сделать. Отлично, Данил, спасибо. И конкурсант номер 3. Прекрасный молодой человек Марсель. Мы его все прекрасно видим. Лейна его не видит. Сейчас мы, не вижу. да, по голосу будем определять. Представляю только. Марсель, да, привет тебе. Сколько лет? Давай, рассказывай прям. Здравствуйте, мне 18 лет. Я приехал сюда из города Казани, чтобы встретиться с певицей Лейной, потому что я ее просто обожаю. Лейна — это любовь. И это такой шанс для меня участвовать здесь и встретиться с Лейной в реальной жизни. Потому что я давно слежу за ней в соцсетях. Я вообще с детства увлекаюсь музыкой, и просто ее трек «Малай на белом барсе» — это просто рай для моих ушей. Шикарно. Вот это заявочка, я вам Вот хочу это сказать. хорошо, вот это мне уже нравится.
Конкурсант номер 3, зовут его Марсель, если что. Ребят, а вот смотрите, да, вопрос, который хочу задать прям. Амир, скажи, кем ты работаешь? Учишься? Не поверите, я Не поверю. отучился в КАИ. В КАИ отучился? Да, очень обожаю этот вуз. И работаю я звукорежиссером. Звукорежиссер. Художник по свету, не поверите. Коллеги мои, я их вижу. Отлично, Да. он может со мной на концерты ездить. С удовольствием. Вот так. А ты так сразу свою выгоду ищешь везде. Нет, Зачем, ну Лейн? прикольно, что со своим парнем всегда будешь ходить. Классно, классно. По Никто не будет приставать. И ты, да, то есть выйдешь на сцену, скажешь: ребята, уважаемые мои подписчики, фанаты, а я сегодня здесь нахожусь со своим молодым человеком, да? Ну. Со своей второй половиной. То есть не приставайте, А смотри, у знаете. меня вопрос есть. Если мы поругаемся, например, а у нас концерт, он не будет мне отключать свет или звук? Может быть, не А ты будешь? спроси. Подожди, я спрошу, да. Будешь отключать Нет, звук? нет, конечно, нет. Я за удачное шоу. За удачное Это шоу. главное. Шоу должно состояться. Шоу must Чтобы не go on. происходило, конечно. Да, Конечно. отлично. Это Именно главное. такую татуировку я хочу себе нанести. Если выиграешь ты, я сделаю эту татуировку. Договорились. Шоу must Да, go on. Все. договорились. Даниил, ты кем работаешь? Расскажи. Я актер на различных театральных площадках города Казани. О, я же тоже актриса. Лена, а ты кто по образованию? Я по образованию актриса Актриса? театра и кино. С ума сойти. Вот мы сегодня здесь собрались Вы творческие всех люди. собрали, которые подходят мне именно. Ну, мы выбирали, поверь мне, у нас такой кастинг там был. Это вам не кастинг в очень известное шоу Циферка 2. Я думаю, понимаем, да? Хорошо, отлично. И конкурсант номер 3, Марсель, скажи, ты, по-моему, младше всех здесь, да? У нас тебе 20... Мне 18 лет. 18 лет тебе. Я не работаю, я еще учусь. Учишься где? В Казанском музыкальном колледже. Поэтому я тоже очень хочу выступить с Лейной. Я могу сыграть на любом инструменте, как он попросите. Серьезно? Да, Ты на можешь гитаре, выступить? на клавишных, на саксофоне. Классно. Давайте, ребят, поаплодируем абсолютно всем участникам. Мы узнали, кем они работают, чем увлекаются. Основной хобби. Классно, классно. Лена, как у тебя вообще? Уже есть какое-то представление того, с кем бы ты все-таки хотела, возможно? Но они все красиво ответили. Мне и третий понравился, что он сказал, что «Рай для ушей», песня «Малай на белом барсе». Второй вот актер. Первый... Звукорежиссер. Вот, звукорежиссер. Ну, я пока Тебе что еще будет не сложно? знаю. Тебе- Давай я вопросы им задам. может. Давай, без проблем. Да. И как раз-таки это и есть наш первый раунд. Это тот момент, когда ты будешь задавать вопросы нашим конкурсантам, а вот потом тебе надо будет выбрать. И узнаем, а возможно не узнаем, кто же все-таки, да, Ну, выиграет этот конкурс. первый Давай. вопрос. Давай, первый вопрос. Первый вопрос. Какой ваш любимый город или район из Республики Татарстан? Мгм. Отвечает Амир, конкурсант номер 1. Ничего себе. На самом деле Казань я очень люблю. Это мой родной город, но в Кукмаре у нас жила Лейна. И мы сейчас здесь находимся. Я приехал сюда, увидел этот город, и он реально классный, мне понравился. Я скажу, что Кукмар мне понравился. И я считаю, Кукмар. что... А вы да. погулять-то Думаю, успели? Это второй дом. Погулять еще, к сожалению, нет, но у нас будет время после эфира. Я После думаю, шоу. Конечно, после шоу мы вполне можем прогуляться, и я только буду рад. Все, отлично. Лена, ты понимаешь, да, то, что Да. с кем ты, возможно, сегодня прогуляешься по родным улочкам этого замечательного места. А ты знаешь, я давно вообще не гуляла в Кукмаре. Вот я приезжаю сюда к родителям за, едой, там, встретить родственников, но так уже давно так не гуляла. А кто у тебя в Кукмаре остался? Родители. А ты сама переехала в Казань полностью уже, да? Родственники тут, и только я в Казани. И только ты в Казани, вот так вот. Не зовет вот этот зов сердца обратно сюда, на родину. Если честно, мне уже Казань как родной. Тем более у меня, знаешь, вид из окна такой классный. Одна сторона у меня вид на Кабанку, а с другой стороны Кул-Шариф. Это была моя мечта с детства. Я вообще думала, что Казань это как, что-то другое, параллельная вселенная. Вот. И я когда туда попала, я думала, как я тут буду жить, какие тут люди. Но все хорошо, я встретила команду и сейчас живу в Казани и очень рада. Слушай, шикарно, безумно, но если что, Амира, ты можешь и в Казани, я думаю, сделать экскурсию хорошую по Казани, да? Все, отлично. Амир, спасибо. Так, отвечает, получается, конкурсант номер 2, Даниил. Я родился и живу до сих пор в Зеленодольске. Это мой любимый район и мой любимый город. Я прирос к нему всеми своими корнями, но работаю в Казани. И тем не менее, Лейна, переезжай в Зеленодольск.
А я в Зеленодольске была. У нас снимались некоторые кадры из клипа «Малай на белом барсе» в Зеленодольске. Поэтому я там была, копала огород. Как раз вот этот кадр, где я каблуком, копаю лопатой. Это как раз в Зеленодольске снималось. Так что я Вы там прям была. реально, то есть нашли какой-то огород в Зеленодольске и специально для этого поехали со всей съемочной бригадой. Да. Да, в Казани нет огородов, ребята. Вот кукмарцы, кто в Казани не был, я вам скажу, в Казани огородов нет. В Зеленодольске, пожалуйста, Да. собак, шикарный Да, огород. Да, я с тобой согласна. Все, отлично. Марсель, давай, давай вопрос, я напомню еще, какой у тебя любимый город или район в Татарстане? Я вот в Кукмаре совсем недавно, но мне очень нравится этот город уже. Вот тут такой красивый центр города. Но все же мой любимый город это Казань. Тот город, где я родился. Потому что там движуха, там молодежи интересно, там постоянно выступают артисты, вот Лейна тоже. И в Казани круто. В Казани круто, то есть твой ответ это Казань. Казань. Правильно, отлично. А Лейна? я ничего не услышала. Он сказал, что его любимое место в Татарстане это Казань. Да. Да, Все. То есть он Казань любит? Да, потому Больше что там ничего? собираются мега крутые тусовки, там выступают самые шикарные артисты, в том числе и ты. Да, но, к сожалению, в Казани у меня вот сольных концертов не было, но это третий, да, участник, он в музыкальной школе учится, правильно же? Да. Да. Он же- играет на всех инструментах. Да, вот, ну, в Казани, я думаю, мы с ним тогда еще увидимся, может, вместе выступим. Вот, классно. Да. Не исключено, как Да. раз таки. Хорошо. Давай вопрос номер 2, Лейна. Так, вопрос номер 2. У меня тут все записано, чтобы я ничего не забыла от переживания. Как ты себе представляешь идеальный день? Расскажи. Как вы, ребят, себе представляете свой идеальный день? Прямо сейчас участник номер 1, Амир. Идеальный день. Наверное, это проснуться, выспаться хорошенечко, вкусно позавтракать, почувствовать вот эту атмосферу дня, пойти на прогулку. Обязательно зарядку с утра. Я люблю делать зарядку. И, конечно же... Серьезно, каждое утро делаешь зарядку? Да, это залог успешного дня. То есть, если не сделать зарядку, все, нет энергии той самой, нет мотивации. То есть, ты сделал зарядку, ты замотивирован весь день, бодрствуешь. И я считаю, что должен каждый человек заниматься спортом. Слушай, Именно ты зарядкой. за спорт, ты за Я- ЗОЖ, получается, Конечно, да? конечно. Классно, круто. Ну, Слышала? Да, я тоже люблю спорт, но я во время выступления, я думаю, столько калорий сжигаю, но поэтому я на пробежки не хожу, поэтому чуть-чуть не подходит на то, что он спортсмен из ЗОЖ, это отлично. Это круто. Ты Да. сама зарядку по утрам не делаешь, да? Но я с ним бегать по утрам не буду. Я буду спать. Все, отлично. Конкурсант номер 2, Даниил. Как ты себе представляешь идеальный день? Идеальный день. Я думаю, что это, для меня, по крайней мере, что это встал где-нибудь в 11 дня. Отлично. Вот. Легко позавтракал. В 11? Легко позавтракал? Конечно, легко. Нет, там не что-то какую-то тяжелую пищу, а легкую Ну, пищу. понятно. Я яичницу могу приготовить. Отлично, обожаю яичницу. О, ладно, хорошо. Сел в машину, поехал в театр на репетицию, отрабатывал на репетицию, потом спектакль для зрителей. Зрители довольны, я доволен, еду домой. Вот идеальный день. Это вот каждый день у тебя счастливый. Не именно, каждый да, день, Да, но да, бывает да. часто. Все, хорошо. Яичницу, значит, любишь. Обожаю. То есть Отлично. каждый день спектакли играют? Не каждый Нет, день. не каждый день. Он говорит, это идеальный день. То есть именно твой вопрос, как ты себе да, представляешь идеальный день. Отлично. И Марсель, давай. Для меня идеальный день – это когда ты все успел сделать, что запланировал. Это какие-то свои дела по учебе, по работе, успел встретиться с тем, с другим, с друзьями, с семьей, успел погулять с собакой и счастливый лег спать. И счастливый лег спать. Когда весь день прошел прямо вот как написано, да? А частенько у тебя бывают такие счастливые дни? Нет, Идеальный день. такие дни бывают совершенно нечасто, и я их очень ценю. И вот сегодня мне очень нравится, чем я занимаюсь сейчас, и я запомню это дело надолго. Мгм. То есть для тебя сегодня действительно такой идеальный день, правильно? Ну, как ты вообще расцениваешь шансы на победу? Мне кажется, у меня есть все шансы. Все шансы, Я отлично. молодой самый здесь. Самый молодой, самый бойкий, да? Хорошо. Любит животных, получается. Животных Да, любишь? да, у меня 2 кошки и собака. 2 кошки и собака?
Во, там зрители закричали, такой, бедняга! И муж какой-нибудь стоит, и он говорит, ну да. Говорит, гулять-то мне, говорит, приходится с ним. И убирать придется. Здесь я уже понимаю, поверь мне, здесь я уже понимаю, что это такое. Отлично. Давайте вопрос номер 3, Лена. Так, вопрос номер 3. Какую музыку ты любишь слушать? Вот так вот. Ребята, здесь вот прям такой вопрос с подковыркой, я так предполагаю, да, Лена? Как они ответить должны, мы знаем. Итак, Амир, какую музыку ты любишь слушать? Наверное, к счастью, я все-таки меломан. Я как звукорежиссер, я переслушал очень много музыки, каких только артистов, песен я не слышал. Я, в принципе, за любую музыку. Главное, чтобы было от души. Если песня написана от души, ты это чувствуешь, получаешь вайб и действительно кайфуешь. То есть это важно. Ну ты такой мультиформатный, я так понимаю, да? То есть ты слушаешь абсолютно все, но что у тебя стоит на звонке на телефонном? Стандартная? Стандартная мелодия. Все отлично. Даниил. Татарские песни он слушает? Татарский слушает? Ну он же сказал, я говорю, слушаю абсолютно все, то есть по его работе татарское ему приходится это слушать абсолютно все. Все, мы так поняли. Отлично. Даниил, что ты слушаешь? Я слушаю, я тоже меломан, слушаю все. Наверное, кроме современной российской эстрады. Потому что, ну не эстрада, что это, попса современная. Мне не нравится, наверное, в силу моего возраста. Все, что звучит из ТикТока, да, Инстаграма, тебе не по душе. Я не переношу, да. В смысле? Опа, как вот. так? Не, ну, не татарская эстрада. Да, вот сейчас говорю, я сейчас буду транслировать периодически. Не татарская эстрада. Не татарская эстрада, он сказал, что русская вот именно русская то, что... В смысле, русское, то, что в ТикТоке ему не нравится? Ну, мы так это определили и поняли. Так, Даниил, ты начинаешь взрываться, я тебе хочу сказать. Мне нравится музыка из ТикТока, из Инстаграма. Обожаю. Обожаешь. Особенно... Исправился парень, исправился. Ладно, хорошо. Просто я ТикТоки снимаю целыми днями. Придется слушать же. Ну, если я его выберу. Поэтому это очень важный пункт. И сниматься, очень наверное, важно. там тоже. Ну, это, знаешь, очень важно для него уже. То есть ему придется слушать это все. Ну, ты понимаешь, да. как бы... Я поэтому предупреждаю. Так что, если ты его выберешь, это уже, знаешь, как говорят, если ребенок съел из миски кота, это уже проблема кота. Как бы начнем с этого. Да, все понятно, отлично. Марсель, давай, что ты любишь слушать? Я думаю, я никого не удивлю, если я скажу, что я меломан и слушаю абсолютно любую музыку. Как говорил Моргенштерн, главное, чтобы тело шло в пляс и было хорошо душе, и значит, эта музыка хорошая. Но поскольку я учусь в музыкальном колледже, я все-таки предпочтение своего даю классике. Да. Это осознанно я слушаю классику. Осознанно ты слушаешь классику? Чайковского, Баха, Моцарта, Бетховена, всего. Шикарно, шикарно. Здесь вот прям вот, знаешь, вот прям кулачок хочу тебе дать. Отлично, классно. Меломан парень, но все-таки классики. Ну, классику я тоже люблю. По ночам слушать люблю я ее. По ночам классику? Да. То есть утром это такие тренды больше, а ночью уже классика, Моцарт, там, мелодия слез, и ты плачешь, например. Марсель, ты понимаешь, да, то, что как бы, вот сейчас ты прям надавил на самую нужную точку в этом случае. Так, ну и давайте следующий вопрос. Следующий вопрос. Хочет ли он стать знаменитым? Они все же вот один певец, один музыкант, другой актер. Они хотят быть знаменитыми, и если хотят, то в какой области? В Татарстане, там, в Америке или где? Ну, мировой звездой стать или все-таки именно... Или в Татарстане. Или в Татарстане, да, либо да. только в России. Это отлично, интересный вопрос. Так, давай, Амир. На самом деле я мечтал стать диджеем. Диджеем? Да, я начинал с диджейства. Наверное, многие звукорежиссеры начинали с диджейства. То есть представляли себе огромные стадионы, которые собирают со своей музыкой, со своими слушателями. Вот этот вот вайб. Но потом я пришел к тому, что я понимаю, что все-таки техническое обеспечение мероприятий и вот эта вот атмосфера все-таки, когда ты на тебе большая ответственность, то есть ты должен сделать хороший концерт. Все-таки мне ближе, наверное, к душе, но я бы не был против. То есть... Ну, чтобы ты был знаменитый. Думаю, да, я бы, конечно, концертным отлично. диджеем Лейна я бы с удовольствием Все, согласился. круто. Даниил? Я бы хотел играть в российских кинофильмах. Вот. И стать, наверное, известен в этой области. Все, шикарно. Так, и Марсель? Я бы хотел стать известным композитором и аранжировщиком, потому что сцена это как-то... Я немножко застенчивый парень, это не по мне, а вот где-то быть там сзади, но принимать во всем этом участие огромное, мне нравится. Отлично, спасибо, спасибо. Так, друзья, поаплодируем всем участникам. Отлично, ты слышал все, да? Да, я Вы слышала. прибавляют периодически Да, в мониторах. да,
Да. Да. Еще Да, один еще один вопрос, да? давай. Последний. Вот по их ответам я поняла, что я им, ну, хоть чуть-чуть-то и нравлюсь. Но если не я, с каким кумиром они бы хотели пойти на свидание? Мгм. Так, коротенечко, ребят, прям быстренько. Давайте, вот первое, что приходит в голову. Я думаю, вот с этим вопросом вообще не должно быть проблем. Амир, с кем бы ты пошел на свидание, либо просто на встречу, с каким кумиром хотел бы увидеться? Ну, тут уже, наверное, не свидание, все-таки дружеская такая встреча, Всё, отлично. товарищеская коллега. Я думаю, диджей Мартин Гаррикс. Мартин Гаррикс! Оу, давай, отлично. Даниил? Тоже на дружескую встречу я бы сходил с Константином Хабенским. С Хабенским. Круто, 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 круто. И Марсель? Я бы встретился с композитором Хансом Циммером. Еще раз? Композитором кино Хансом Циммером. Ханс Циммер. Достойно. Все, ты знаешь, да? Ты в курсе? Я тоже знаю. Отлично, ну вот такие ответы. Странно, я имела в виду, конечно, девушек, но если они ответили, ну, то, что сходили бы с парнями, это значит уже, что кроме меня у них нет больше Вот и я никого об этом. желаемых. Замечательно. Все, у меня вопросов больше нет. Так, парни, вам огромное спасибо за ответы. Лейна, я думаю, тебе нечего больше сказать в этом случае, да? То есть ты услышала уже, все комментарии были из твоих уст произнесены. Кто из участников первого раунда тебе все-таки понравился больше всего? Ты для себя определила уже? Если честно, нет. Мне кажется, это еще мало на вопрос всего лишь ответить. Может, ко второму раунду тогда перейдем. Ко второму раунду? Да. Да, без проблем. Давайте перейдем к раунду номер 2. Дамы и господа, ну что, и прямо сейчас, в втором раунде мы завяжем глаза нашему артисту. Лейна, да, я тебе уже заранее передал повязочку. Так, я Закрой. сюда встану, чтобы их не На видеть. парней не подглядывай, да, ни в коем случае. Я надеюсь, у меня просто вся косметика с этой маски не слезет, но ладно. Мы тебе ее подарим, эту маску, ты сама уже дома постираешь ее и примешь. Будешь спать в ней, хорошо? Отлично. Прекрасно, Лейно на медленный танец. По итогу раунда звезда подарит свое предпочтение участнику, который не только хорошо двигается, но и лучше всего передает свою энергетику. Вот так. Так, все, отлично. Да, я немножко подправлю, потому что сейчас многие гости могут сказать. Все, отлично. Руку. Давай, ты в микрофон можешь сказать. Ребята, у меня каблуки. Аккуратно танцуйте со мной. Отлично. Ребята, всем все понятно? Так, я тебя увожу сюда, в центр зала. Все, не бойся. Каблуки у тебя шикарные, конечно. Так, ну и что, приглашаем сюда прямо сейчас конкурсанта номер 1. Это Амир. Амир, выходи к нам сюда. Отлично. Ладно, я надеюсь, ты ничего не видишь. Все. Все. Медленный танец, прямо сейчас включается музыка. Поехали. Мы без музыки. Отлично. Амир, спасибо тебе. Отлично. Так, конкурсант номер 2. Мы продолжаем. Даниил. Все. Стой. Аккуратненько. Голова кружится. Это все флюиды, я знаю. Даниил, давай. Спасибо. Спасибо, Даниил. Марсель, давай.
Отлично. Марселю и всем ребятам аплодисменты. Лейна, давай, вот ты пока завязанными глазами, давай, я здесь, секундочку, я тебе сейчас передам микрофон, свои ощущения. Я больше не буду носить каблуки. Отлично, аплодисменты всем участникам. Отлично. Так, ну давай, присаживайся. Так, подожди, пока не снимай, иначе ты увидишь всех наших конкурсантов. Все, присаживайся. Можешь снимать маску, здесь ты уже, ребят, не увидишь. Отлично. Так, ну, как тебе вообще данный конкурс? По ощущениям, давай, у тебя есть свой микрофон. Вообще классно было. Мне Понравилось? очень понравилось, даже с закрытыми глазами. Но ты прикинь, вот у тебя каблуки, ты еле на них стоишь, у тебя еще чернота, и у меня вот так вот все еще, как будто птички поют, и мы еще танцуем, так романтично было. Мне очень понравилось, как танцует первый участник, он прям все в свои руки взял и меня закрутил. Это был Амир, если что. Амир Тигр. Да. Отлично. Так, ну что, ты сделал для себя выводы, я так понимаю? Ну смотри, тут не только первый, и второй. Второй тоже классно танцевал, он вроде выше был, но рост все-таки имеет значение, я не низкая девушка. Вот третий, он был вроде пониже, он вроде самый молодой, да, который? Наверное. Нет, ну, если не самый молодой. Самый молодой это был Марсель у нас, да, конкурсант номер 3. Вот. И мы просто с ним вот так танцевали, но у этого тоже был свой кайф. Слились Да. танцы. Мне очень понравилось. Это самое Ну, классное. со всеми участниками. Все. Парни, красавчики, молодцы. Просто, ну, прям завоевали танцем. Тактильно это называется. Да, сердце нашей прекрасной. Можно спросить, Давай, как конечно. им танец? Вам понравилось, ребят? Конечно, да. Голова, я испугался, я думал, Миру что-то не понравилось. Все замечательно, все круто, все понравилось, да? Будете, у каждого из вас, вот пообещайте то, что будете одаривать прекрасным медленным танцем в любой романтической обстановке. С Лейной. Хорошо? Вообще. Договорились. Все, и раунд номер 3 прямо сейчас едем. Друзья, в этом раунде наши участники покажут все свои творческие номера, которые они заранее для тебя подготовили. Ага. Да, твоя задача получается не смотреть, а слушать. Хорошо. Как это все будет происходить. Я обещаю, что не буду смотреть, маску не буду, да, одевать пока что? Маску не надо. Закрытыми глазами могу сидеть. Да. Обещаю, клянусь. Хорошо. Ну, ребята далеко не будут ходить, наверное, тоже здесь, да, в рамках своей локации будут находиться. Так, и тогда мы можем начинать третий раунд. Участник номер 1 Амир. Поехали. Сиди. Так. Нет, не видела. Отлично. Давайте сидя. Проблем. Она молода и прекрасна была, и чистой Мадонной осталась, как зеркало речки спокойно светла, как сердце мое разрывалось. Она беззаботна, как синяя даль, как лебедь уснувший казалась. Кто знает, быть может, была и печаль. Как сердце мое разрывается. Когда же пела она про любовь, то песня в душе отзывалась, но страсти не ведала пылкая кровь, как сердце мое разрывалось. Если бы я сейчас был девушкой, я бы растаял, честно, от таких прекрасных стихов. Ты слышала, у тебя Да. монитор был включен. Да, Да. прекрасно. Все. Сердце растаяло. Классно. Все, не будем расспрашивать, что так. Сам писал, не сам писал, Да, то есть да, вот да. это не Это надо. уже не важно. Конкурсант номер 2, Даниил, что ты подготовил для нас? Да, микрофон. Я хотел бы спеть небольшой кусочек татарской песни специально для Лейны. О, я закрываю глаза. О, узакашылады! Давай! Вот это Спасибо. по-нашему! А ты слышал, как подпевали? Да, Я смотри, пел. сколько их собралось, я Вообще, их не видела. мы по цветам софитов не видим вообще абсолютно, а народу-то действительно немало. Так, это был конкурсант Даниил и Марсель. Давай, твой творческий номер. Микрофон тоже нужен будет. Отлично. У меня тоже песня. О, На английском языке романтичная. здорово. Слушаем. Давай.
Классно, да? А ты знала, кто Здорово. это? В оригинале. Кто это? Первого имя скажи. Элвис Пресли. Да. Правильно все? Я-то, по-моему, помню еще, да? Несмотря на свой возраст. Знаешь, что здорово, что один спел на татарском, другой на английском, один стих прочитал, поэтому я уже точно сделала выводы. Ты сделала выводы. Вот такие замечательные номера подарили наши участники прекрасного Лейна. Давайте ребятам поаплодируем, потому что здесь они действительно заслуживают аплодисментов. Ребята готовились, переживали, волновались очень сильно. Это чувствуется здесь, на этой сцене, в рамках нашего шоу, онлайн-шоу. Кто спел чисто или фальшиво, возможно, кто-то может быть... Это уже не важно, Это уже не важно. Они спели от души. Так, ну что, давайте, друзья, прямо сейчас мы узнаем, кто же станет избранником Лейны. Подожди, сейчас, давай интригу немножко, да? Да. Затаив дыхание, мы готовы озвучить. И им становится... Номер... Ну? 2! Даниил! Мне очень понравилось, как он спел. Серьезно? Тебе очень понравилось? Да. Так, Даниил, ну давай, выходи к нам сюда, Лейна, выходи к нам. Вот это будет именно тот самый момент, когда ребята друг друга... Ой, что? Что случилось? Она меня увидела. Красивый? Все красивые или я только? На остальных посмотри, участников здесь возможно сейчас. Ты тоже, с бородой, мне нравятся бородатые. Yes. Бородатые. То есть у меня тоже был шанс, да? Извини. Да, не, ничего страшного. 8 лет назад я этот шанс сам себе обрубил. Поверь мне, я женился. Вот так вот. Я счастливо живу 8 лет в своем браке. Так, кстати, своей супруге, если она меня смотрит, привет, я помню. Так, ну что, дамы и господа, сейчас мы переходим к кульминации нашего шоу. Прямо сейчас певица Лейна и выбранный ею избранник исполнит совместный дуэт. Только познакомились, да? Отлично. Ну что, дамы и господа, аплодисменты! Аплодисменты, встречайте! Желанный дуэт? Ну, я думаю, нам нужно спеть вместе песню, потому что мне очень понравилось, как ты спела Максара. Я думаю, эту песню ты знаешь. Да? Да, конечно, посмотрим. А сейчас мы споем вместе. И затмимся знаем.
Отлично, друзья, аплодисменты бурные, громкие! Отлично. Ну вот так, друзья, сегодня в течение этого часа мы увидели, как соединились сердца. Соединились сердца? Ну, Ты мы почувствовал? узнаем попозже. Отлично. Но я думаю, то, что, Лейна, ты обещаешь, что один из концертов ты хотя бы одну песню споешь Ну вместе. да, конечно. Вот с сейчас Данилом. отрепетировали. Возможно, даже это было не очень. Простите, пожалуйста, дорогие зрители, но я думаю, мы еще вместе споем обязательно. Ну, это была полная импровизация, друзья. Ну что, скажем огромное спасибо нашим участникам, прекрасной Лейне. Спасибо Поаплодируем. вам. Классно. Ребят, я вам желаю действительно, чтобы ваши сердца соединились. Я искренне вам лично от себя этого желаю. Еще раз аплодисменты. Ну и пришло время сказать вам, дорогие друзья, до новых встреч. Огромное спасибо всем этим людям, которые находятся здесь, в центре Кукмара. Также всем людям, которые наблюдали за нами на просторах интернета. Это многотысячная армия наших поклонников, зрителей, которые сегодня действительно болели за всех конкурсантов и участников. Ну и, конечно же, друзья, следующий выпуск состоится уже совсем скоро, 7 августа в Пестрецах, а участницей станет певица Римма Никитина. Следите за новостями шоу в группе Иншап Татарлар. И до скорой встречи! Кукмар, спасибо! Пока-пока!